Полицейским пришлось открыть стрельбу в попытках успокоить шумную нетрезвую компанию во дворе одного из домов на улице Батыршина. Стражи порядка вызвали жители дома. Мужчины, распивавшие во дворе алкоголь, мешали им спать. Но ни вид полицейских, ни предупреждений, ни даже выстрелы в воздух на них не подействовали. В ходе потасовки одному из полицейских сломали нос. Один из нападавших получил огнестрельное ранение в ногу. С места происшествия Нафиса Минязова. К моменту приезда скорой он уже успокоился, но несколькими минутами ранее, как говорят очевидцы, мужчина вел себя крайне агрессивно. За попытками полиции утихомирить 4 пьяных мужчин, очень громко кричащих во дворе, наблюдали многие жители дома. Полицейские изначально прибыли в этот двор, чтобы отреагировать на заявку местных жителей, которые жаловались на то, что во дворе сидит сильно нетрезвая и шумная компания, которая мешает им спать. На просьбу вести себя потише пьяные мужчины отреагировали с точностью да наоборот. На неоднократные законные требования сотрудников полиции предъявить документы граждане категорически отказались. Один из них начал вести себя агрессивно, ударил полицейского и, повалив его на землю, стал наносить ему удары по голове. Сотрудник патрульно-постовой службы попытался помочь своему напарнику, но на него накинулся другой правонарушитель. Тогда один из полицейских сделал предупредительный выстрел в воздух. Должного эффекта это не возымело. Тогда он открыл огонь уже по ногам одного из дебоширов. Попал. Мужчина успокоился тут же, но один из его товарищей считал, что пострадали они ни за что. Полиция просто взяла, пристрелила ему ногу. Из того, что мы здесь сидели и разговаривали. Другой вовсе уверял, его тут вообще не было. Меня просто так вообще ни за что взяли. За что меня взяли? Телефон отдай, а? Телефон. Мама будет звонить. Хотя очевидцы говорят, он один из тех, кто нападал на полицейских. В результате 3 мужчин были задержаны, все ранее судимые. Один из них с огнестрельными ранениями был госпитализирован. В больницу с переломом носа доставили и полицейского. Сейчас все материалы переданы в Следственный комитет для проведения проверки и принятия процессуального решения. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье применения насилия в отношении представителей власти. Данная статья предусматривает до 10 лет лишения свободы. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.